Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 19 сентября. Карта дня. Смотрим мы на колоде пасьянс, цыганский пасьянс. Все знаки зодиака, начиная от овнов и заканчивая рыбками. 19 сентября. Овны. Первые у нас идут овны. Покажите мне события дня для овнов. Что будет у них в четверг, 19 сентября. Так, поехали, смотрим овны. Сразу же неприятность выпала, расческа. Предупреждение о том, что может быть какая-то неприятность. Но тут же и хорошее событие. Цветок, исполнение желания. Чашечку нельзя. Будильник нельзя. Тайная встреча. Удача. Корону нельзя. Друг в сердце. Подарок еще есть. Так, и проверяем, конечно, горизонтали, вертикали. Нет, 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 не вижу. Получается у вас 6 событий. Первое событие — предупреждение, неприятность. Второе событие — исполнение желания, удача, везение на вашей стороне, общение с друзьями, подарки и какая-то тайная встреча. То есть из минуса у вас только неприятность выпала. Предупреждение. Благодарю за внимание, овны. Я перехожу к тельцам. Так, сейчас будем смотреть, что у тельцов. Тельцы. 19 сентября. События дня. Тельцы. Так, поехали. Тельцы. Первое событие — замок. Второе — чашечка чая. Третье — свиток. Лебедя нельзя соединить. Солнце. Четвертое событие. Ключ. Пятое. Корона. Шестое. Венок. Седьмое. Так, значит, смотрим здесь. Нет, нет. Сердце еще есть. Это уже 8-е, по-моему. Но у вас прям много событий в этот день. Кровать нельзя. Здесь нет, здесь нет. И здесь тоже не вижу. Получается, значит, смотрите, в принципе, у вас все события выпали хорошие в этот день. Много и все хорошие. Гости выпали. Открытие секретов, тайн. Любовь. Радостное, счастливое настроение, позитивное, открытые двери, возможности, ключи. Важный день еще может быть ключевой. Успех в делах, общение с влиятельным человеком, встреча. Смотрите, встреча с влиятельным человеком, которая пройдет очень успешно. Так что у вас тут и в делах хорошо, и любовь, и гости, и настроение. Прям чудесный день, тельцы, будет в четверг. Благодарю за внимание. Я перехожу к близнецам.
Близнецы, 19 сентября. Близнецы, 19 сентября, события дня. Корона, первое событие. Угу. Замочек. Череп. Роза. Месяц нельзя. Проверяю. Сейчас я еще пробегусь, посмотрю. Горизонтали нет, вертикали. Еще смотрим. Есть удача по вертикали. Так, удача есть. Здесь нет. Здесь не вижу. И здесь тоже не вижу. Получается, у вас общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком, может быть в короне, представитель закона власти. Это, кстати, может быть врач вместе с болезнью. Да, вот если брать череп болезни, это врач. Ну, как вариант. Это может быть отдельно плохое самочувствие. Это, например, там налоговый инспектор или кто угодно. Учитель, преподаватель. Тайна открывается, какая-то открывается информация. Тема здоровья будет актуальна в четверг. Приятная встреча, свидание может быть. И удача, везение. Подкова. Удача на вашей стороне. Так что в целом, если исключить тему здоровья, тут все проиграется. Ну, допустим, не болезнь будет, а вы запланировали поход к врачу, потом поход на массаж. Может быть, у вас стоматолог в этот день. Тогда просто болезнь показывает, что будет вот это событие. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу я к ракам. Девятнадцатое сентября, раки. Покажите мне события дня. Девятнадцатое сентября, раки, события дня. Угу. Якорь, первое событие. Друг. Сердце. Подсвечник. Благодаря подсвечнику рыбу теперь нельзя соединить. Книга. Заякоритесь в казенном доме. Болезнь. Казенный дом — это может быть больница, кстати. Угу. Цветочек еще есть. Может быть, какое-то желание, связанное со здоровьем. Можно еще так прочитать. Ножницы. Бабочка по горизонтали. Бабочка. Так. Колокольчик по вертикали есть еще у нас с вами. Здесь нет, и здесь я не вижу. Значит, рассказываю. Событий много, по очереди. У вас может быть деловой разговор с кем-то в этот день. Надежда будет на что-то. Общение с друзьями. Решение вопросов.
Посещение госучреждения. Очень хорошо, видите, госучреждение, решение вопроса. Но якорь может показывать, что вы будете там долго, несколько часов, возможно, находиться. Либо якорь может тоже еще подтверждать, вместе с ножницами показывать, что вы что-то закончите, поставите точку. Например, если это судебные какие-то заседания, то это вот прям будет последнее. Вот якорь может так показывать. Дальше болезнь. Это может быть ухудшение самочувствия, там боли какие-то в этот день, проблемы со здоровьем. Пустые разговоры, болтовня, исполнение желания. Так что у вас тут, видите, много всего, много событий. В четверг намешано. Но в основном все как бы позитивные, вот за исключением только черепа и якорь тоже. Если это долгое-долгое ожидание, то это тоже не сильно приятно. Ну, будем надеяться, что оно проиграется как точка завершения чего-то, какого-то длительного действия. Благодарю за внимание. Перехожу я ко львам. Ой, львы хотели убежать. Смотрим, львы, 19 сентября. Сентября, львы, события дня. Четверг. События у львов в четверг. Покажите мне. Так, смотрим. Лебедь. Первое событие. Роза второе. У вас тут прям про личную жизнь. Оба события. Свидание, верность. Еще и кровать третья. Третье событие. Туда же. Интимная связь. Гости. Чашечка чая. Ну, это может быть как больше как свидание где-то в кафе, в ресторане, может. Да, и видите, именно и бокал выпил. Застолье. За столом. Свидание у вас будет. Также есть еще деловой разговор. Может быть, деловой разговор за чашечкой кофе. Приглашение. Приглашают вас то ли на свидание, то ли на деловой разговор. И туда, или в гости могут тоже. Приглашение в гости. Так, здесь нет. Яблоки это... Ой, яблоко, вернее, оно одно. Яблоко это слезы. Но опять же, события хорошие. Скорее всего, это слезы радости. Я плохих событий у вас здесь не вижу. Здесь нет. Получается, у вас относительно личной жизни выпадает гармоничные отношения в паре, свидание и интимная связь. Может быть, если отношений нет, то это прям вот будет день знакомства, может быть, вы даже на первое свидание пойдете. И слезы тут же выпадают, но я думаю, что это слезы радости. Дальше гости, застолье, приглашение и какой-то деловой разговор. Вот такой вот замечательный день, львы. У вас все события хорошие. Благодарю за внимание и перехожу я к делам. Так, смотрим девы. 19 сентября, четверг. События дня девы. События дня девы. Покажите мне, что будет у дев в четверг. Смотрим дева. Застолье выпадает. День рождения, может быть, будете отмечать в этот день, если у кого-то совпадает, я вас поздравляю. Ну, в принципе, застолье может быть любой, не обязательно день рождения.
Тайна. Может открыться какая-то информация вам в этот день. Да, видите, и выпадает дом. Дом — это обычно событие в семье. Крещение, свадьба, день рождения, ну и все в таком духе. Прибыль, финансовые поступления, доход. Сундучок показывает. Якорь. Якорь и деньги может проигрываться, как, например, мы куда-то вкладываем деньги на долгосрочную перспективу. Вот так еще может быть. Или там пытаемся сохранить деньги. Так, ладно, ножницы нельзя, здесь нет. Смотрим, что еще есть. Может быть, что-то сейчас еще найдем хорошее. Нет, нет, нет. Нет, ну я не вижу, я не нашла больше совпадений. Значит, получается у вас в этот день застолье и какое-то событие. Событие прям застольем. Дальше финансовые поступления, открытие секретов, тайн. Ну, опять же, да, на событиях там кто-то что-то, наверное, проболтается, расскажет. И якорь. Якорь — это остановка где-то надолго. Я думаю, на этом событии вы просто проведете много времени. Там 2, 3, 4, 5 часов. Не так, знаете, чтобы забежали, поздравили, убежали. Нет, тут вы прям будете долго. Ну, так. Либо это якорь будет связан с деньгами. Может и так проиграться. В общем, вот такая информация для вас. Ничего плохого, слава богу, не выпало. Смотрим дальше. Дальше у нас будет... Кто у нас будет? Весы. Весы следующие. Сейчас будем смотреть, что у весов. Весы, 19 сентября. Сентября, весы, события дня. Угу. Шарики, прекрасно. Хорошее событие. Машина, тоже хорошая. Лавровый венок. Солнышко. Замечательно. Цветочек еще лучше. Так, сейчас месяц получается, здесь еще есть. Бабочка. Здесь вроде бы нет. Смотрим с вами горизонталь, вертикаль. Верность еще есть, лебедь. Тоже хорошее событие. Здесь нет, здесь нет. Нет, печаль нельзя. Нет, и якорь еще есть. Ну, якорь — это, скорее всего, с машиной прибытие, приезд. Остановка где-то надолго. Значит, смотрите, какие выпали события. Очень классно выпали вам на четверг. Хорошие новости у вас будут в этот день, придут хорошие новости. У вас будет успех в делах, в работе. Может быть, какая-то успешная поездка. Выпадает машина и успех. Дорога, успех. Хорошее настроение, радость, позитив. Якорь, остановка, приезд, прибытие. Дальше исполнение желания, гармоничные отношения в паре. Месяц, цикличное какое-то событие, имеет цикл, повторяется. И разговор. Деловой, важный какой-то разговор. Ну, это все, что связано с делами, работой. Это не личный. Так что смотрите, весы. Сколько много событий, и все выпали хорошие. Благодарю за внимание и переходим дальше к скорпионам.
Сейчас я соберу так, чтобы они у меня не повторялись. И будем смотреть скорпиончиков. 19 сентября, четверг, события дня Скорпиона. Подарок, первое событие. Подарок, презент, бонус. Победа. Может быть, за какую-то победу вы получите приз. Маска, обман. Прибыль нельзя было соединить. Жаль. Может быть, победа достается обманным путем. Можно так прочитать. Застолье. Отмечать можете победу. Замок. Открытие секрета, тайны. Может еще как вариант открыться какая-то тайна, какой-то обман. Цыпленка нельзя. Горизонтали нет, вертикали есть друг. Друг, подружка здесь нет. Не вижу. Казенный дом нельзя. Здесь нет и здесь тоже нет. Получается у вас в этот день получение подарка, какая-то победа, застолье, общение с друзьями, открытие секрета тайн и срываются маски. Маска показывает, что был какой-то обман, и я думаю, что в четверг вы узнаете, откроется тайна о том, что вас кто-то обманывал. Либо если вы кого-то обманывали, да, вы же тоже можете маску одевать, то опять же карта показывает, что этот секрет, эта тайна, этот обман будет раскрыт. Поэтому тут вот так. Благодарю за внимание, скорпиончики, и перехожу к стрельцам. Стрельцы, 19 сентября, события дня. Слезы, первое событие, яблоко. Ожидание. Тайная встреча. Конверт. Книгу нельзя. Неприятность. Подарок. Месяц. Молния — это весть. Проверяем теперь здесь. Значит, что есть еще по горизонтали, вертикали. Но я ничего не нашла. У вас первое событие — это слезы. Причем тут, видите, есть неприятность. То есть, как бы есть повод, может быть повод для этих слез. Неприятность, слезы, долгое ожидание, тайная встреча, получение чего-то в этот день, получение информации, вестей, получение подарка,
И событие, которое имеет цикл и постоянно повторяется, будет еще в четверг. Ну, вот такая информация для вас. Ну, здесь, видите, несколько предупреждений есть на четверг. Благодарю за внимание. И переходим мы с вами дальше к козерожкам. Так, козероги. Смотрим, что у вас. 19 сентября. Сентября, события дня, козероги. Подарок. Солнышко, радость. Ой, хотела соединить, уже нельзя. Подарок там соединен уже. Корабль еще есть. Ну, здесь вроде бы больше нигде не вижу. Проверяю. По горизонтали сразу же есть замок. Первое. Нашла замочек. Дальше здесь нет. Есть печаль. Колодец. Так, колодец. Да, в принципе, каких-то особых событий здесь нет таких, чтобы вы переживали. Если только новость. Секрет какой-то не сильно приятный. Бабочку нельзя, и здесь нет карты, чтобы соединить. Получается, у вас в этот день будет получение какого-то подарка, в руках будет подарок, хорошее настроение, радость. В какой-то момент будет, да, вот такой прилив позитива, долгое нудное ожидание, разочарование, печаль тоже будет. Не без этого. Не знаю, связано это будет с какими-то событиями или это просто бывает там, касается вообще чужих людей, мы переживаем за кого-то. И еще есть открытие тайны секрета. Может быть, вот эта тайна секрет, который откроется, будет неприятным. Но опять же, это не обязательно. Так что вот такие события для вас, козерожки. Открытие секрета, подарок, ожидание и печаль. Благодарю за внимание. Перехожу я дальше к водолеям. Сейчас будем смотреть, что у вас. Водолей, 19 сентября. Сентября, события дня для водолеев. Свидание. Любовь. Бокалы нельзя. Колокольчик. Бабочка еще есть, вижу бабочку. Весы. Проверяем горизонталь, вертикаль. Конфликт, мечи.
Ну, здесь не вижу. Получается, приятная встреча у вас будет, личная какая-то, и любовь, видите, выпала. Свидание и любовь. Поэтому тут все хорошо будет в личной жизни, может быть знакомство в этот день и первое свидание. Пустые разговоры, болтовня. Ну, скорее всего, на свидании пустые разговоры. Дальше. Деловая встреча, деловой разговор. Какие-то деловые отношения показывает бабочка. Сложный выбор. Весы. Два варианта, и приходится долго думать, какой из вариантов выбирать. И конфликт. Вот такое предупреждение для вас. Так что постарайтесь конфликта избежать в четверг. Может быть, еще иногда мы являемся свидетелями конфликта, то есть на наших глазах. Там кто-то сильно скандалит. Может, так проиграется. Может, это будете ругаться не вы, а кто-то. Благодарю за внимание, Водолеи. И перехожу дальше к рыбкам. — 19 сентября. Рыбы. События дня. Угу. Подсвечник. Колокольчик. Конверт. Череп. Слезы, яблоко, болезнь, слезы. Угу. Также еще есть замочек, тайна. Здесь нет. Здесь нет, здесь нет, не вижу. А, нет, вижу. Лебедь есть. Здесь нет и здесь нет. Ну, будильник нельзя соединить. Значит, смотрите, что получается у вас в этот день. На четверг вы возлагаете какие-то надежды, выпал подсвечник, на что-то надеетесь. У вас будет пустые разговоры, болтовня с кем-то. Возможно, проблемы со здоровьем. Череп показывает, что-то будет там тянуть, болеть, ныть. Надо будет обращаться к врачу, в больницу. И выпадают слезы. Возможно, это будет какая-то острая боль. Либо слезы могут показывать переживания. Гармоничные отношения в паре. Верность показывает лебедь. В личной жизни все хорошо. Открытие тайн, секретов, замочек и получение чего-то. Получение какой-то справки, какой-то информации, посылки. То есть вы что-то будете получать на руки в этот день. Вот такая вот информация для вас. Так что, ну, главное предупреждение здесь — это тема здоровья для вас на четверг. Благодарю за внимание. Жду вас на своих новых видео.